Всем привет! Сегодня у нас очень интересная тема для разговора, особенно в преддверии матча Милан-Ювентус, в котором Роналдо, явно набравший форму и адаптировавшийся к чемпионату Италии, будет пытаться в очередной раз доказать всему миру, а главное журналистам France Football, что он, как никто другой, достоин получить золотой мяч. Но как можно отдавать всего себя этому делу, если один из журналистов слил в сеть информацию о том, как распределены голоса прямо сейчас, и Роналду нет даже в тройке, впрочем, как и Месси. За помощь в создании этого ролика благодарю 1xBet, пожалуй, лучших в своем деле. Большие кэфы и мгновенный вывод. Главная фишка этих ребят. Все ссылки я оставлю в описании. Опыт подсказывает, что в год, когда случается чемпионат мира, золотой мяч вручают или финалисту этого турнира, или хотя бы игроку команды, дошедшей до полуфинала, но во многом сделав это благодаря награжденному игроку. В розыгрыше Мундиаля этого года сборная Аргентины, как и сборная Португалии, впрочем, отвалилась на стадии 1/8. Кэп подсказывает, что Роналду и Месси слетели там же. Но у Роналду есть невероятные успехи в Лиге Чемпионов, 3 кубка подряд. С другой стороны, таким же достижением может похвастаться и Модрич, и Варан. Кроме того, оба попали в финал чемпионата мира, причем Модрич был назван лучшим игроком турнира. Двигаемся дальше и вспоминаем, что кроме того, Лука признавался лучшим игроком года по версии FIFA The Best. А так уж сложилось, что почти всегда тот, кто выигрывает эту премию, становится обладателем золотого мяча. Кроме Роналду, еще две великолепные семерки претендуют на этот трофей – Гризманн и Мбаппе. Недавно в сообществе Ютуба я спросил, кто из седьмых номеров современности самый лучший, и на мое удивление голоса сильно разделились, хотя и большая часть была за португальца. Перед тем, как мы перейдем к сливу инфы от журналиста, хотелось бы задать этот вопрос на еще большую аудиторию, которая посмотрит это видео. Кто прямо сейчас, внимание, не в сумме за 5 или 10 лет, а именно прямо сейчас лучшая семерка? Роналду, Канте, Каутиньо, Гризманн или Мбаппе. Канте может показаться лишним в этом списке, потому что он игрок опорной зоны, но я здесь спрашиваю не о том, кто больше забивает голов, а кто лучше для своей команды и сборной прямо сейчас. Так что жду ваших комментариев и желательно поясните свой выбор. Лучшие мнения попадут в специальный выпуск. А теперь продолжаем. Немного экскурса в историю для тех, кто не совсем понимает, что такое золотой мяч и кто его вручает. Итак, золотой мяч – это ежегодная футбольная награда, известная также как награда лучшему футболисту года в Европе. Награда была учреждена главным редактором журнала France Football Габриэлем Ано, который попросил своих коллег проголосовать за лучшего игрока года в Европе в 1956 году. Изначально журналисты могли голосовать только за европейских игроков, выступающих за европейские клубы, поэтому футболисты вроде Диего Марадоны и Пеле не могли получить эту награду. Но в 1995 году правила изменились. Теперь награду могли получить футболисты любой национальности, если они выступали за европейский клуб. Изначально журнал составляет список из 23 имен, а затем выдающиеся тренеры, капитаны сборных и ведущие футбольные журналисты выбирают 3 лучших, по их мнению, футболистов года и начисляют им определенное количество баллов. За первое место дается 5, за второе 3 и за третье 1 балл. После подсчета голосов определяется тройка финалистов. И вот в этом году, еще за месяц до вручения награды, журналист бразильской радиостанции RF1 Эрик Мамрут рассказал в Твиттере, как выглядит тройка финалистов золотого мяча. На первом месте Лука Модрич, Реал Мадрид, на втором Рафаэль Варан, Реал Мадрид, и на третьем Килиан Мбаппе, ПСЖ. Стоит уточнить, что почитали только половину голосов на данный момент. Но то, что уже сейчас в тройке нет ни Месси, ни Роналду, говорит о том, что 99,9% ни один из них не выиграет эту награду. Очень жесткий слив, который может ударить по морали многих футболистов, которые еще собирались за золотой мяч побороться. Все-таки еще был целый месяц впереди. Многие сейчас начнут говорить о том, что Модрича, который, судя по всему, победит в этой номинации, не было видно всю осень. После ухода Роналду Реал Мадрид сильно просел, и называть Варана или Модрича сейчас лучшим – это очень странно. Ведь по всей логике выходит, что эту команду больше всего тащил как раз португалец.
И несмотря на то, что он не попал в финал ЧМ, лично он показал достойную игру, а его матч с 3 голами в ворота Испании стал лучшим эпизодом чемпионата мира, по мнению болельщиков. Золотой мяч не должен быть наградой, которую дают за заслуги в течение карьеры. Если смотреть так, то Модрич безусловно его заслужил, но эта награда выдается за достижения в течение года. И здесь Модрич лучше Роналду только тем, что его команда попала в финал чемпионата мира. Но Роналду, например, забил кучу мячей в ЛЧ и Ла Лиге, перешел в другой чемпионат и стал там главным голеадором. Поймите меня правильно, я крайне позитивно отношусь к Модричу. Как по мне, это один из величайших полузащитников Европы. Его видение игры, его невероятная культура паса и вездесущность на поле делают его крайне опасным соперником. Но если взять отдельный сезон 2018 года, был ли он лучшим? У каждого здесь будет свое мнение, но лично для меня не попадание Криштиану Роналду даже в тройку — это очень странно. Собственно, пишите, кто достоин золотого мяча в этом году в комментах, будем это обсуждать. Также посмотрите другие видео с канала, если вам понравилось это, то однозначно зайдут и те, что сейчас на экране. Увидимся уже завтра, меня зовут Кирилл Каст, и это была ваша дневная доза футбола. Йоханга, друзья!